Кыргызстан. Исламские летние лагеря. Власти Таджикистана не видят проблемы в утечке мозгов. ЧВК «Вагнер» вербует таджиков и узбеков. В Кыргызстане набирает популярность новое направление – летние исламские школы для девочек. Об одном из таких лагерей подготовила критический репортаж «Настоящее время». В посещенном журналистами лагере религиозное образование получают 60 девочек в возрасте от 9 до 12 лет. В будни они живут в лагере, а на выходные их отправляют к родителям. Основатели летней школы говорят, что главная цель – научить детей традиционным исламским законам. Мухаббат Сулайманова, воспитательница религиозного лагеря, рассказала журналисту, что они помогают родителям в правильном воспитании детей. Жаштарды жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу, диний тарбия бергенибиз жакшы да. Себеби ата-энелерин тыштап коюп, бакпай карабаган, ата-энесин укпагандар толтура. Соткада отуруп жалоба кылган ата-энелер көп. Балам тарбиялап берчи, соткадан ары болбой атат, бизди укпай атат, саба окубай жатат, китеп окубай жүрөт деп. Биздин максатыбыз ушу, илим алсын, динде тарбиялансын, ата-энесиге жардам берип карайт, ата-энени баалайт да. За 15 дней обучения и проживания в летней школе девочек обучают сурам Корана, а также правилам ритуального омовения и молитвы. Примечательно, что авторы репортажа не преминули дискредитировать исламские летние лагеря, упомянув якобы царящую в них антисанитарию, а также процитировав различных так называемых экспертов, которые высказали свои опасения по поводу существования подобных заведений. Но разрешение на открытие лагеря или лицензии, дающие право давать образование сотрудники, не смогли предоставить нам. В настоящее время это дочерний телеканал от Радио Свободы и Голоса Америки, финансируется за счет грантов Конгресса США и официально обозначает свою цель как продвижение демократических ценностей и институтов. В Кыргызстане редакция всех перечисленных выше СМИ занимает крайне антиисламскую позицию, постоянно публикуя репортажи с критикой в адрес религии и исламских активистов. Следует также заметить, что население Кыргызстана за последние десятилетия совершило большой рывок в возвращение к своим историческим исламским ценностям. Например, в СМИ периодически появляется публикация о том, что жители некоторых населенных пунктов страны отказались от употребления и продажи спиртных напитков. Таджикские власти заявили, что тенденция так называемой утечки мозгов не представляет угрозы для страны. Об этом на пресс-конференции 28 июля заявил директор Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Хариддин Усмонзада, комментируя получение таджикистанцами российского гражданства. По словам Усмонзады, отток подрастающего поколения из страны и получение гражданства другой страны – это не что иное, как соблюдение принципа свободы и прав граждан в стране. Это свидетельствует о том, что в Таджикистане соблюдается принцип свободы и прав граждан. Эта ситуация не может вызвать неприятных последствий и не представляет угрозы для будущего Таджикистана, заявил он. По его словам, принятие российского гражданства уроженцами Таджикистана не может создавать препятствия для экономического и социального развития страны. Напомним, что по данным Министерства образования и здравоохранения в Таджикистане не хватает 3400 учителей, 2960 врачей и 1340 медсестер. Причину нехватки кадров в министерствах объяснили тем, что специалисты предпочли переезд на ПМЖ в Россию. Принятие российского гражданства выходцами из Таджикистана осуществляется на основе двустороннего соглашения, и на этом же основании россияне тоже получают гражданство Таджикистана, сказал Усмонзада. При этом глава ЦСИ не уточнил число россиян, получивших таджикское гражданство. Эксперты связывают тенденцию оттока специалистов с несколькими факторами. В первую очередь, это экономическая ситуация, которая с каждым днем все ухудшается, низкооплачиваемый труд, бесперспективность карьерного роста и, конечно же, высокий уровень коррупции. Также немаловажную роль имеет и внутриполитическая обстановка. Сегодня за критику в адрес властей любой может оказаться за решеткой.
Граждан Узбекистана и Кыргызстана через социальные сети под видом объявлений с вакансиями в охранных предприятиях начали вербовать в частную военную компанию «Вагнер» для войны в Украине, сообщает Центр журналистских расследований «Медиахаб». Совсем недавно на крупных кыргызских пабликах... Как отмечается в расследовании, в последние несколько недель в соцсетях кыргызского и узбекского сегментов появились объявления о приеме на работу в частные охранные предприятия в России. В объявлениях сказано, что месячная зарплата в таких фирмах составляет 100 тысяч рублей. Кроме того, работодатели обязуются покрыть расходы, связанные с приездом граждан Узбекистана и Кыргызстана в Россию. Добрый день. На данный момент набор на вакансию охранника в ТЕП временно приостановлен из-за обстоятельств. Сейчас актуально другое предложение. Я вам сейчас сброшу данные, почитайте, ознакомитесь. Если вам будет интересно, зададите вопросы. Еще раз повторю, в ЧОП сейчас мы не набираем. Буквально месяц-полтора набора в ЧОП не будет из-за изменений приоритетов. Предлагали 240 тысяч рублей в месяц, график более 4 месяцев работы, а военной подготовки не спрашивали, берут даже людей с судимостью, лишь бы не гражданин ЕС и НАТО. За службу более 6 месяцев предоставляют упрощенную форму получению гражданства РФ. Ну и самое главное, пишут, что новобранец будет выполнять задачи в зоне спецоперации в Украине. Организация работает в интересах Минобороны РФ. Никаких компенсаций в случае получения увечий не предусмотрено, говорится в расследовании журналистов. В случае, если человек соглашается ехать в Украину, работодатель требует от него удалить все аккаунты в социальных сетях, не использовать смартфон, а вместо него использовать кнопочный telefon без камеры. Активная вербовка граждан стран Центральной Азии идет с самого начала российского вторжения в Украину через различные структуры по всей России. Вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе. Ну что же, надо пойти на